Так, ассаламу алейкум, приветствую всех. Видно ли меня, слышно ли меня? Вот, теперь меня видно. Видно, слышно. Все отлично. Так, у меня здесь автоматически на 480 выставилось. Вы можете выставить на большее, на 720. И тогда качество у вас видео будет лучше. Так, подождем немножечко. Так, ва алейкум салам. Добрый вечер. Всех приветствую. Так, можно уже, наверное, начинать, да? Так, жду от вас, витаю. Привет, Беларусь. Витаю, Димас. Андрей Малашевский, приветствую, Беларусь. Ассаламу алейкум. Хауми телефон. Хаусарху. Аслан Цаило. Илоло. Илоло. Аслан, витаю с Киева. Привет, Василь Интервата. Витаю, вільні народи переможут. Так, я сейчас в данный момент изучаю вот эту книгу «Вечная война. Чеченцы глазами друзей и врагов». Автор Хасан Бакаев. Хасан Бакаев автор. Очень интересная книга. Вы много чего узнаете о нас и о наших друзьях и о наших врагах. Например, ну здесь много, конечно, все тут интересно. Например, что о нас говорил, например, Борис Ефимович Немцов. Армия, когда сохраняет боевой дух, когда выполняет боевую задачу, говорит Борис Немцов. Из интервью фонду «Либеральная Россия» 26 января 2001 года. Сейчас армии вменили в обязанность функции, которые ей не свойственны, полицейские. И это пагубно сказывается на ее состоянии. На блокпостах я не видел ни одного трезвого офицера. И известно, что в Чечне процветает мародерство. Среди контрактников много людей с преступным прошлым. И понятно, как они себя ведут. По блокпостам возят грузовики с проститутками, и это, разумеется, не чеченки. Вот как проводили антитеррористическую операцию террористы номер один в мире, российская бандармия. Так, например, я вам сейчас зачитаю Сергея Леонидовича Доренко из выступления ОРТ 99-2000 год. В Чечне необходимо без всяких колебаний применить тактику выжженной земли, пройдя по ней огненным катком, а всех чеченцев депортировать. Чечню необходимо подвергнуть локальному ядерному удару, а то, что осталось, закатать в асфальт. Это покойник говорит. Давайте послушаем, что говорит российский журналист и публицист, ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако», лауреат премии «Золотое перо России»
из выступления по общественному российскому телевидению РТ 22 октября 1999 года. Это сразу же после нанесения бомбового, ракетно-бомбового удара «Земля-Земля», где одновременно по городу Джохар были нанесены 4 ракетных удара. Один по рынку, по большому скоплению людей, где погибло более 200 и более 400 или 500 или больше человек было ранено. Второй удар пришелся по роддому. Погибло много женщин-роженец, младенцев, только родившихся. Третий удар пришелся по автовокзалу. Четвертый удар пришелся по мечети. И никуда влево, вправо эти ракеты не попадали. Только по большому скоплению людей. Это то же самое, что сейчас происходит в Сирии. Это то же самое, что будет происходить в Украине, как только они начнут массово заходить туда. Поэтому делается это для того, чтобы вогнать народ в ужас, всей панику, сомнения в сердца людей и панику. И вот что говорит Михаил Владимирович Леонтьев, который сейчас является пресс-секретарем Лукойла или Газпрома, не знаю. Удар ракетами по Грозненскому рынку — это не совсем варварская акция, понимаете? Это не совсем. Как ее воспринял мир. Вести из Чечни о бомбежках и гибели мирного населения — это как раз самые радостные вести для золотого пера России. Это самые радостные вести. Ибо в этом случае чеченцы сами принесут головы Масхадова и Басаева и скажут, что нам еще сделать, чтобы бомбежки прекратились. Это был октябрь 1999 года, и никто не принес голову ни Масхадова, ни Басаева. И Масхадов, и Басаев с оружием в руках, отстаивая свое право, законное право на свободу и суверенитет, погибли. Никто не принес голову, ни их, ни кого-либо. Но женщины и дети были уничтожены. Так, смотрите, что говорит Анатолий Васильевич Квашнин, российский государственный и военный деятель. 20 декабря 1994 года по 31 января 1995 года командующий объединенной группировкой российских войск в Чечне. Так вот, генерал Ермолов вот не зря хотел уничтожить это зловредное племя. Он понимал, что никаких надежд перевоспитать чеченцев нет. Все беды на Кавказе и в России из-за них. Чеченцы как были дикарями, так и остались таковыми. Но я могу тут с Анатолием Квашниным согласиться в том, что мы никогда не перевоспитаемся. И никогда не станем русскими рабами. Это правда. И мы будем дикарями в их глазах, потому что лучше быть дикарем, чем рабом. Так, смотрите, что говорит Вячеслав Валентинович Тихомиров, советский и российский военачальник, генерал армии, командующий объединенной группировкой войск в 1996 году в Чечне. Заявление на пресс-конференции в июле 1996 года. В Чечне уже не с кем воевать. Это в июле. И для тех, кто не знает, я напомню, что в августе была проведена блестящая операция, разработанная Генеральным штабом Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия под руководством Аслана Алиевича Масхадова, будущего президента, на тот момент командующего начальником штаба, под кодовым названием «Джихад». Когда 855 чеченских бойцов зашли набитый битком российскими оккупационными войсками город и полностью блокировала и начала планомерное уничтожение оккупантов, что вынудило российское руководство пойти на уступки и принудить их к миру. И в 2008 году эту операцию принуждения к миру они уже обозначили и назвали ее как
как в войне с Грузией, принуждение, все, что они от нас получали, используют уже в других войнах, ну, получив опыт, как говорится. Так вот, что говорит преступник Тихомиров? В Чечне уже не с кем воевать. Это за месяц, даже меньше, чем за месяц до захвата города Джахара, ну тогда еще Грозный, 96 год, в августе мы захватили его, Шали и Гудермеса, два других города. В Чечне уже не с кем воевать, поскольку все бандформирования уничтожены, рассеяны и загнаны в горы, не с кем и вести переговоры. Я вообще не понимаю, что за переговоры я должен вести. Я могу вести переговоры с бандитами только на одну тему – о сдаче оружия. Альтернатива этому – поголовное истребление бандитов. А поскольку, как недавно заявил шеф ФСБ генерал армии Барсуков, бандитами является все население Чечни, то делайте соответствующие выводы. Командующий объединенной группировкой ВОС в Чечне призывает к геноциду, то есть убийству всех женщин, детей, стариков по этническому признаку. Этот человек, несомненно, должен быть в списке людей, обвиняемых нами в Гааге. Эта книга очень интересная, просто кладезь просто. Вот что говорит Геннадий Николаевич Трошев, советский российский военачальник, генерал-полковник, командующий федеральными войсками в ходе боевых действий в Чечне в 1995-2002 годах, герой Российской Федерации. Интервью газете «Известия» 4 июня 2001 года. Да, я за смертную казнь для чеченских боевиков. Самую мучительную казнь. Я бы сделал так, собрал бы всех на площади, сдернул бы бандита и пусть висит, пусть все видят. Все чеченцы в возрасте от 10 лет до 60 являются бандитами и террористами. Руины разрушенного Грозного нужно оставить как назидание будущим поколениям чеченцев. Да, ну как вам? Русские террористы, как вам? Так, зачитаем другого преступника. Сергея Владимировича Степашина, российский государственный политический деятель, директор ФСБ и так далее, и просто бандит. Сергей Степашин. Решение о вторжении в Чечню было принято еще в марте 1999 года. Интервенция была запланирована на август-сентябрь. Это произошло бы, даже если бы не было бы взрывов в Москве. Я готовился к активной интервенции. Мы планировали оказаться к северу от Терека в августе-сентябре 1999 года. Путин, бывший в то время директором ФСБ, обладал этой информацией. Понятно. Значит, в марте 1999 года была запланирована акция, интервенция на вторжение на суверенное независимое чеченское государство, с которым Россия подписала договор о мире. Напомню, это до начала спасательной операции Басаева в Дагестан, до. И этим он хочет объяснить, что как бы взрывы домов в Москве не являлись поводом к войне. Да, акция была запланирована, интервенции готовились. Об этом я говорил, что когда в 1998 году, когда меня склоняли к сотрудничеству с террористическую организацию ФСБ, мне об этом говорил сотрудник ФСБ, что будет акция и что мы захватим вашу страну. Но народ в России не поддерживал эту войну. А без поддержки Степашкины, Трошкины, Шамашкины, Шамановы и разные другие ублюдки не полезли бы в войну, сами лично воевать. Им нужны были русские. Русских, которыми они закидывали бы их телами
наши города и села. Вот для этого и был взорван дом в Буйнакске, затем в Москве, затем в Волгодонске. В Рязани, как мы знаем, террористы были задержаны. Но русские не возмутились сей факту и были отпущены эти ФСБшники, и никто никого ни к чему не привлек. Так что вот такие вот дела. Книга очень интересная. Напоминаю еще раз. Вечная война чеченцы глазами друзей и врагов. Так, отложим книжечку. Приступим к нашим вопросам. Так, перейдем к донату. Был донат от Эдуарда Мамедова. Спасибо, как всегда, был без вопроса. Спасибо, Эдуард. Продолжим. Так, клац да куня, говорит. Аслан, почти все, кто пытался нас уничтожить, уничтожены сами Господом мира, Господом миров. Совершенно верно. Конечно, все умрут. Конечно, все умрут. Но важно, чтобы эти люди еще при этой жизни понесли наказание. И, как говорится, у нас есть просто огромные, широчайшие возможности привлекать этих преступников к ответственности. Что мы и будем делать. Так, мой флаг чуть-чуть, чтобы был виден. Так что вот так вот. Так, Джен Зорин. Я на видео про взрывы домов начала делать титры на немецком. Кто еще может поучаствовать? Я сама не успеваю закончить разумное время. Просто я всех призываю помочь. Всех призываю помочь. Джен Зорин. Для того, чтобы можно было перевести это видео. Так, Леон Лев. Россия, как и пожизненно влюбленная женщина в чеченцев, без них никак не может, говорит. Да, скорее всего, ведьма. Мачеха какая-нибудь. Клац да куня. Так, у него немецкий не очень. У меня еще хуже. Так, я говорю на немецком, говорит, Мухаммад Technology Innovation. Вот, Мухаммад, помогай. Занимаемся общим делом. Это называется, мы формируем гражданское общество. Господа, вот такими нашими действиями мы формируем гражданское общество. Все вместе, кто как может, помогаем. Все друг другу. Так, поехали дальше. Адам Асхабов, ваше то, что в лицо вы не скажете, не говорите по интернету за пределы России. Почему же не скажем? А чего? Ну давай приезжай тогда и скажем. А чего? Твой этот, как его, Путин, все может сказать мне. Пускай приедет, мне скажет. Может он сказать мне? Или, например, какому-нибудь там чеченскому воину, пускай поедет, лицо скажет. Что за бред вообще ты несешь? Спрятавшись за русскими штыками, ты возомнил себя мужчиной? Вы глубоко ошибаетесь. Вы вообще заблудились. Так, сейчас от этого мудака мы заблокируем. Прошу прощения. Просто мудак. Поэтому придется его назвать как есть.
Так, мистер Грей, приветствую. Два вопроса. Почему Дудаев-младший не занимается политической деятельностью, как Закаев, например? И собираетесь ли вы снова открыть Инстаграм? Дудаев-младший, у Дудаева два сына. Вы о ком? И то, что они не занимаются, это не ко мне. А Закаев, это не сын Дудаева. Закаев занимается, это соратник Дудаева. Он продолжает. И Дудаев продолжал бы, если не погиб бы. И мы все будем продолжать до тех пор, пока вы не уберетесь с нашей страны. И никогда по-другому не будет. 100 лет это займет, 500 лет займет, 1000 лет это займет. Никогда, никогда вы не будете чувствовать себя хозяевами на нашей земле, пока есть мы. А мы будем всегда. Это я вам торжественно обещаю. Собираетесь ли снова открывать Инстаграм? Да, конечно, я открою Инстаграм, но пока я его не буду открывать, потому что у меня других дел полно. Так, Аслан, я не услышал, кто автор книги. Автор книги Хасан Бакаев. Хасан Бакаев. Художник-оформитель Султан Юшаев. Так что книга супер. Видно? Видно. Ссылку, ну, поищите в интернете, я думаю, найдете название. Все будет отлично. Ассаламу алейкум, старший брат. Как думаешь, если распадется Россия, то Дагестан и Ичкерия будут в тесном союзе с Турцией? Алекс Р. Ва алейкум салам. Мы будем в тесном союзе со всеми. Со всеми. В первую очередь, я предпочел бы, чтобы мы были в союзе со страной, которая нам на протяжении многих лет помогает, с американцами, Соединенными Штатами Америки. Я предпочитаю дружить с ними, потому что эти люди не на словах, а на деле нам очень много помогали. Так. Может всем народам Кавказа объединиться, и Кремль не устоит, Игорь Дубинин говорит. Конечно, мы вот именно этим и занимаемся. Конечно, не устоит. Против маленькой Чечни, если они не могли столько лет справиться, смогут они справиться, если к этой Чечне добавится Грузия, добавится Украина, добавятся страны Балтии, добавятся другие страны Европейского Союза, и, по крайней мере, часть, которые начинают осознавать, что им будет плохо, да, если они не будут делать так, ну, играть на опережение, не постфактум, да, вот случилось что-то, ввели санкции. Нет, санкции надо вводить вперед. Например, надо исключить Россию из Совета Безопасности, постоянного членства Совета Безопасности ООН. Это раз, да, это ее выкинуть оттуда надо. Пинками просто, потому что она там находится незаконно. Законно там находился Советский Союз, СССР. На сегодняшний день Россия не является на правовых основаниях, не может находиться в Совете Безопасности, постоянным, не может быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. Это раз. Далее. России должны рубль сделать, чтобы он перестал быть конвертируемым. Это тоже очень важный момент. Гаага должна принять на рассмотрение военные преступления и геноцид, которые мы подали. Ну и так далее, и так далее. Много чего. Много чего. И мы все должны для этого объединяться. Так. Еще одно ублюдочка домой. Наше время пришло, Аллах великий, от сенатора. Муаммата Мусаши, Аслан, отлично. Так, Факир Факиров, Аслан, коммент пропустить, Маина. Вот ты опять пишешь, пропустил, ты бы лучше сразу коммент написал бы. Я много пропускаю комментариев. Если вы хотите, чтобы я не пропускал коммент, пишите комментарии через суперчат. Это там 1, может, там евро минимально, и это зато всегда его видно, я всегда на него смогу ответить.
Так. Магомед буддист ухо. Магомед, хундуа буддист. Мало ли. Леон Лев. Аслан, больше модератор, чтобы банить этих уродов. Ну ничего страшного, не обращайте внимания. Сейчас мои модераторы соберутся. И может пост, Рамадан, всех надо понять, да, все уставшие. И моих этих модераторов тоже. Так, Алмахан Жусузбеков. Молодец, Аслан. Так, дякую. Эдуард Мамедов. Салам, Аслан. Расскажи, пожалуйста, о законе, принятом еще при СССР, принятом как на уровне других республик, Украина, Прибалтийские и так далее. О каком законе вы имеете в виду, Эдуард Мамедов? Салам, кстати. О том, что Чечне давались права союзной республики, то, что я говорил у себя в интервью там Юрию Рубцову, молодому юристу, который очень заинтересован нашей темой, чеченскими вопросами, молодец, так копается очень хорошо, задавал очень хороший вопрос, на который у меня мало было ответов. Я пытался как мог. Юрий, если вы меня видите, за вопросы вам ваше спасибо. Так. Жен Зорин. Слыхали, Матвиенко уже выступила. Давайте начнем с чистого листа с Украиной. Нас нет чистого листа. Давно уже. Лист замаран кровью павших. Конечно, никогда с ними нельзя заключать договор. Они уважают только силу. Не вообще никаких разговоров. Я вообще считаю, что Украина должна свою территорию, Крым, Донецк и Луганск, просто войти и забрать. И я уверен, что это очень быстро и легко можно сделать. Просто нужно подготовиться и сделать. Ассаламу алейкум, ахи. Я родом с Ачхоя, живу в Киеве. Очень искренние пожелания вам в нашем общем деле. С уважением, Султан. Ва алейкум салам, Султан. Дейрейс хуйль, дейрейс хуйль. Так, Адам Асхабов. Хотак вахт. Сундуатсо. Так хил Адам. Это ты мне говоришь? Или себе ты говоришь? Ты о себе обозначишь? Странно ты. Очень самокритично. Очень. Очень. Так, сенатора, хватит так долго, не тяни. 1 год можно дать время. На 1000 лет я уже буду кататься в метро. Мы были и будем всегда. Закау, здоровья, долгих лет, говорит Георгий Тенгелиди. Спасибо. Аминь. Аминь. Адам Виашаб. Название-то хоть скажи. Чего название сказать? Книги? Я же только что вам показывал. Вы же можете перемотать. Вечная война, чеченцы глазами друзей и врагов. Я же показывал книгу. Книга мощнейшая просто. Вы найдете там не только, я-то зачитывал только наших недругов, а там есть очень хорошие высказывания наших друзей. Так что вот так вот. Мансур Багашвили. Аслан, как думаешь, когда Путин сдохнет, где будет Рамзан Кафыров? Я думаю, он тоже сдохнет. Хотя я предпочел бы, чтобы он был в суде города Джахара или же в Гааге. Рамазан Магомед, добавится Дагестан. Добавится, нам никуда не деться. Мы кавказская нация, мы кавказская нация. И всем кавказским народам нужно следовать нашим же путем. Выйти из кровавой тюрьмы народов. И другого шанса, чтобы стать полноценной нацией, у вас нет. Хотите вы этого или не хотите. Жаль, что мало людей в этом понимают. И после того, что было с нами, геноцид, который над нами прошел, у многих появился испуг, но при всем при этом другого выбора нет. Привет из Казахстана, молодец, говорит Алмахан Жузикбеков. Спасибо, Казахстан, приветствую.
Так, Джен Зорин. На Соби Ньюс уже обсуждают, поможет ли Украина Чечне военным путем, когда Россия будет распадаться. То есть, что она будет распадаться, получается уже близко. То, что она будет распадаться, это стопроцентный факт. Однозначно. Другой вопрос, что страны сильные мира сего захотят, чтобы она не распадалась, как это было раньше. Чтобы туда пришел нормальный, адекватный режим. Но как только туда придет нормальный, адекватный режим, когда будет людям дана воля, люди захотят уйти. Люди все находятся в страхе, люди находятся в кабале. И поэтому в любом случае тогда она идет на распад. Для того, чтобы удержать Россию, надо применять силу, как это было в отношении Чечни, там угроза применения силы в отношении Татарстана и так далее. Так что вот такие вот. Так что нам надо готовиться. Конечно же, распад будет. Здравствуйте, товарищи, говорит советский быт. Здравствуй, советский быт. Аслан, ты читаешь мои мысли, а я давно говорю, запретить конвертацию рубля. Да, абсолютно. Я как раз сегодня, это не мои мысли, я сегодня читал вице-премьера парламента, по-моему, да, если правильно я его называю, его должность, Европарламента, который предложил вот эту санкцию, вот эти санкции, и я думаю, надо душить. Других говорю, заигрывание там, поймут, не поймут, одумаются, не одумаются. Никаких джентльменов там нет, никаких. Да, это в английском языке джентльмен и не джентльмен. А там есть быдло и не быдло. Вот вопрос. А вот у власти находится Шариковы. Это самое настоящее русское быдло у власти находится. Они понимают только язык силы. Ты им дашь пинка, они заскулят. Будешь нормально разговаривать, сядут тебе на шею. Это надо понять четко и действовать соответственно. Возомнили себя Шариковы царями. Так, ассаламу алейкум, салам машал урус мартанир. Без ланов дуда. Ва алейкум салам. Полмичару, мадиц саваш. Маал полмичару. Что там по ублюдку Коху? Продвижение есть? Конечно, есть продвижение. Будем выводить на чистую воду. Ублюдок Кох спокойно жить не будет. Лев Аллаха, нам нужна Европе объединиться с арабскими турками, выходить на митинг, другого пути нет. Нам нужно самим выходить. Арабы и турки звать их. Позвать-то можно, но мы должны быть инициаторами, мы должны свои права организовывать. Мы не должны себя позиционировать ни с турками, ни с арабами. Мы чеченцы, мы кавказцы. Мы должны говорить о том геноциде, который нам делают, о том, что нас выдают России. А если мы будем распыляться, мы потеряемся в этом во всем. Понимаете? А если кто-то уходит, это не важно, турки это, арабы это, украинцы это, кто угодно. Мы должны с ними уходить и поддерживать, чтобы они завтра поддержали нас. Но мы не должны позиционировать себя с ними. Они, мы. Понимаете? Так, войнах. Пора создавать государственные структуры. Они имеются. Первым руководителем этих структур является Ахмед Закаев. Мы создаем гражданское общество. Мы не лезем в политику, мы защищаем свои права. Мы никуда не лезем. Так, Нохчи антиприкол. Бисмилла, задонатил. Дался адоль Нохчи антиприкол. Нохчи, привет, говорит Хунки. Привет, Хунки. Руслан Адамов, ассаламу алейкум, я кабардинец, но большинство моих земляков поддерживают Путану, ВВ. Я хотел спросить, есть ли возможность у нас то же самое сделать независимым государством, учитывая геноцид черкесов? Ва алейкум салам, Руслан. Конечно же, трудно, когда не поддерживает народ, да, и поддерживает Путина. Я не понимаю этих людей, как они могут поддерживать.
Я искренне не понимаю. Я разговаривал с дагестанцами, когда еще жил в Москве, и мы говорим, вот, мы не способны построить свое государство, там, туда-сюда. Мне просто это смешно. Как человек может говорить, я не способен, значит, я не мужчина быть хозяином своей судьбы. Армяне мужчины, немцы мужчины, папуасы с Новой Гвинеи мужчины, русские мужчины, а вот я не мужчина. Это как себя надо не уважать, чтобы такое сказать? Ну как? Конечно же, геноцид над черкесами, его тоже надо отстаивать, его надо доносить и бороться. Это хороший, весомый аргумент, чтобы можно было доносить свою позицию и просвещать своих людей. И кавказская нация должна быть свободной. Мы должны объединиться в один Кавказский союз. И вот тогда с нами будут считаться и европейцы, и американцы, и турки. Не надо нам никуда распыляться. Я там побежал там, к арабам, я побежал там, к туркам, я побежал там, к третьим. Нет, мы должны стать одной кавказской. Нас Абдурахман Автарханов в своих книгах называет никак иначе, кроме как кавказской нацией. Мы кавказская нация. Да, у нас свои особенности, есть христиане, есть мусульмане, есть там другие разные течения, взгляды там, на религию, там, среди мусульман есть шииты, сунниты и так далее. Но мы кавказская нация, и мы должны создать свою Кавказский союз. Да? Мы должны быть братьями. Никогда за все эти века, да, вот, нету ни одного случая, где мы воевали друг с другом. Ни одного случая. Мы всегда нас использовали, воевали. Там грузин использовали при выселении, убийстве чеченцев. Чеченцев использовали там при захвате сейчас Грузию. Кабардинцев там использовали там против других. Дагестанцев использовали против третьих. Вот нас, но мы никогда, как народы, кавказские нации, мы никогда друг с другом не воевали. Никогда. Вот одну войну назовите. Ни боестолкновения, ни бытовуха. Войну. Никогда мы не воевали. И никогда мы не будем воевать. Понимаете? Потому что мы одна нация. Мы одна кавказская нация. И сейчас, для чего Европа объединилась друг с другом? Да? Ты когда едешь по Европе, вот я сейчас ездил в Австрию, ты узнаешь, что ты пересек границу только после того, как увидишь, что поменялись названия указателей, да, языки поменялись на указателях. Там, например, ты пересекаешь Чехию, написано это. Точно так же у нас должно быть. Заехал ты в Дагестан, появились там аварские обозначения, или там кумыкские это будут обозначения. Заехал ты в Грузию, появились грузинские обозначения. Все. Больше ничего не должно быть. Никаких границ не должно быть. Никакой там постов там не должно быть. Да? В одной стране, на одном маленьком клочке, как они его называют, Северно-Кавказский федеральный округ, там стоят блокпосты. Здесь между государствами нет этих блокпостов. И их не было бы, если бы не было бы вот оккупации, вот русского фактора, и российского фактора, имперского фактора над нами. И вот тогда мы сможем с вами, чтобы с нами считались, мы будем ездить в Европу, мы будем получать знания, мы будем приглашать лучшие преподавателей, профессоров к нам учиться. Вот так это должно выглядеть. Ну, конечно же, вам нужно тоже, Грузия, хоть у нее часть оторвана, независимое, свободное государство. Мы, хоть и полностью оккупированы, тоже независимое государство. И вам тоже надо прийти к этому. И вы должны над этим работать. И кабардинцы, и дагестанцы, и ингуши, и все, кто имеются. Вот так мы должны работать. Так что все у нас будет, господа. У нас огромный потенциал. И ситуация благоволит нам. Ситуация в мире меняется. Все будет отлично. Вы даже не представляете, как будет супер. Так, Тойзен задонатил. Далса Доль Тойзен.
Аслан, как приобрести эту книгу и второй вопрос, будут ли новые интервью с известными людьми? Книгу я уточню, я скажу, как ее можно. Надо в интернете посмотреть. В Фейсбуке есть Хасан Бакаев. Можно у него прямо спросить, если в Фейсбуке есть вы, можете у него спросить. Известными людьми интервью, конечно, будут. Конечно, будут. Обязательно будут. Я просто вот сейчас подготовка к митингу в Берлине 8 июня, кстати, напоминаю, 8 июня будет митинг против лжи и депортации. Мы должны объединиться, собраться и показать. Я в принципе, у меня все готово. Вам достаточно просто туда приехать, и кто хочет, может выступить, кто хочет, может рассказать свою историю, с кем нарушаются права, кого депортируют и так далее. И в этом плане мы должны свои права отстаивать. Мы и есть гражданское общество. Мы есть те, что... Мы не бесплатное приложение к кому-то, да. Мы народ, мы люди. Тогда приглашаются все национальности, какие только тут имеются, все люди, которые поддерживают нас, которые переживают за нас, приглашаются все. Так, Руслан Адамов. Спасибо, очень приятно слушать, Аслан говорит. Пожалуйста. Мансур Багашвили. То же самое тебе вопрос. Что ты делаешь насчет войны Сайфулла чеченец? Так, это не мне. Роберт Муто. Брат, ты говоришь, чеченцы в Украине не по-кадыровски, но ведь даже Мустафу Наима побили в Киеве кадыровцы. Не про кадыровский. Я не говорил, что там не про кадыровский. Там были очень много не про кадыровских. Но вот этого Мустафу Наима побили не потому, что они кадыровские или не кадыровские. Это Мустафа Наим там, мне кажется, нагнетал. А из-за хамства, мне кажется, этот конфликт был. Кстати говоря, Роберт Муту, я предложил Адаму Осмаеву провести стрим, интервью. Он пока занят, он мне сказал. Пока он занят, извинялся, сказал, пока занят. Видимо, у них там все отлично. Так, это я просто напоминаю, вспомнил, что вы меня просили, и я ему об этом тоже предложил. Так, сенатора, не люблю тех, которые говорят, ничего не получится, говорит только не раб Аллаха. Получится все. Так, Ляв Аллах, Аслам, выйди на связь, брат, нужно переговорить. Пожалуйста, пиши, я на связи, ты же видишь, что я на связи. Куда еще большая связь? Вильпис инкульта, хомо советикус ником Алексей Абрамов, иди в свой селок куда-нибудь, оставь нас в покое, не нравится, не смотри. Тишина 19, Чечня, Ингушетия, Украина, Дагестан, Грузия, карачайцы, черкесы, кабардинцы, вместе мы сила. Полностью согласен. Тишина 19. Максим Гордилов. В телевизоре пропаганда, тут тоже. Как жить-то, кому верить? Верь нам, Максимка, верь нам. Ассаламу алейкум, Аслан, говорит Али Алибаев. Марнаш обал дуэль масера бусаупсне. Аслан, когда мы будем едины, тогда нас зауважают. Ва алейкум салам, амин, марнаш обал масера дуэль. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Мы должны заставить себя уважать. Для этого нам нужно сформировать, иметь государство, образующее мышление. Мы не должны быть всегда где-то там подметка. Мы должны свое «я» ставить ниже нашего государства. Это очень трудно, находясь столько лет в оккупации, мы привыкли, что оккупант враг, что это не твоя страна, и в какой-то степени быть, такими пренебрежителями, да, которые, плевали они, да. А нет, здесь все по-другому. Пойти в суд, например, считалось западло, пойти там нет. Сейчас другая ситуация. Когда у нас есть государство, мы должны наоборот беречься. Мы не преступники, хотя нас пытаются сделать преступниками. Мы не преступники, мы государственники, мы законники. И мы должны именно из этой позиции исходить. У меня, знаете, был такой случай. В Берлине у нас была встреча, и
мы там начали обсуждать разных кадыровских вот этих клопообразных, которые тут имеются. И был один молодой человек, а там знаете как, эти кадыровцы, они же не были все всегда кадыровцами. Они здесь становятся, там подкидывают работку какую-нибудь, иногда криминальную работку, и начинает потихоньку молодежь втягиваться, там в спортзалах, там так, на улице где-то тусовка. И вроде бы парни на правильных взглядах, да, на правильной стороне. Ну вот предлагают, понимаете, ты начинаешь дружить с этими людьми. И тот выясняется, потом одевает майку Кадырова, там поднимает палец вверх, и как бы уже появляется Кадыров. И ну он уже твой друг, да, ну что ж он поднял палец, ну он же твой друг. И тут мы начинаем этих клопообразных ну, поругивать. И я потом расскажу, почему их надо поругивать. Так вот, один парень начал возмущаться, говорит, там, как вы смеете, это мой друг, ну там про одного парня. Это мой друг, там, ля-ля тополя. Ну, мы говорим, они криминалом занимаются, они нам портят репутацию, ну и так далее. Ну, спор такой возник. Он говорит, мы чеченцы, мы всегда были там против власти, мы всегда сражались против власти, там, мы такие-сякие там, и так далее. Ну, его вывели, там у нас конфликт разгорелся. Я вышел с ним. Я говорю, иди сюда. Ну, он молодой, моложе меня. Я говорю, что ты имеешь в виду, что мы какие-то там такие, ну, незаконопослушные. Мы всегда были такие. Вспомни, говорит, мы за терек ходили, там, у казаков забирали все силой, там, это, то, все делали. Я говорю, подожди, я говорю, за тереком находились наши земли. И те люди, которые ходили за терек, это называлось провести диверсионную военную операцию. Приехав сюда, в Европу, ты попросил слезно, да, у немцев, дайте мне, пожалуйста, статус беженца. И ты приезжаешь сюда и начинаешь то же самое воспроизводить. Ты вообще думаешь вообще, что ты говоришь, я говорю. Я не знаю, что, он говорит, но у нас в крови там, захватить, напасть, там, спецоперацию сделать. Я говорю, у тебя все в порядке с головой, я говорю. Ты вообще путаешь. Нам уже так много объясняли, что мы бандиты, что он уже считает, что мы бандиты. Понимаете? Это молодой человек, там, чуть больше 20 лет. С такими людьми нужно вести работу. Мы не бандиты, мы государственники. Мы, наоборот, кто стоит на страже своего государства, эти люди на защите прав всего государства, эти люди являются не бандитами, эти люди являются защитниками своей страны, и они государственниками. И полиция, спецслужбы любых стран, с которыми мы имеем дело, это нам не враги, это наши союзники, да, это наши партнеры, с которыми мы можем делать дела. Не под них уходить, а быть партнерами. Вот как надо. Вот такое мышление нам надо выработать. Вот так нам надо подходить к этому вопросу. Это очень важно. Так, ночи антиприкол опять задонатил. Да, Садоль, ночи антиприкол. Аслан, люди спрашивают митинги, а по закону что можно, а что нет. Правила поведения и так далее. Объяснить, где мацахай ишхила. Лица заматывают флагом или еще чем-то ишмекшдуй гумнаш. Так, ночи антиприкол спрашивает, как себя вести на митинге. Ну, во-первых, здесь, в Германии, первое, лица закрывать нельзя. Если ты приходишь выражать протест, мы живем в свободной, открытой стране, и лица закрывать нельзя. Вы можете поднять воротник, одеть кепку, да, там, поднять плакат перед своим лицом, да, если на вас там камера будет направлена. Это вы можете сделать. Одевать там, можете очки одеть там и так далее. Но одевать там маску, еще что-то, это нельзя делать. Это запрещено. Это раз. Во-вторых, никаких провокаций не должно быть. Никто не должен с собой приносить там дубинки, ножи или еще что-нибудь. Ни в коем случае. Это тоже категорически, это провокация. Это будет провокация против меня. Я организую, и я несу ответственность за это.
Я могу пострадать, если кто-то подвергнется на провокации. Нас будет охранять полиция, и у нас будут люди, которые будут следить за правопорядком. Соответственно, эти люди, вы их должны слушаться. Если он говорит там, убери там такой-то плакат, да, какой-нибудь там, несоответствующий, надо слушаться. Если говорит, не ругайся с кем-то, надо не ругаться. Соответственно, ругаться тоже ни с кем нельзя. Да? Если кто-то там вас оскорбил, можно словесно ответить, но ни в коем случае не применять физическую силу. Ни в коем случае. Это будет это я буду расценивать, это немцы будут расценивать, что мы неадекватны, а я это буду расценивать как вредительство нашему делу. Специально прийти, чтобы навредить туда. Возможно, кто-то там что-то крикнет. Такое у нас бывало, что вот такие моменты, что ну там начинает кричать там, что Путин хороший там и так далее. Так что вот такого плана. Никакого запрещенного с собой при себе иметь нельзя, лица закрывать нельзя. Кадр, если не хотите попадать, просто можно закрыть. Вот такие вот правила. Пока так. Если еще есть вопросы, пишите, я отвечу. Минкел Мализа, ва алейкум салам, Минкел. Вильпес инкульта, ну зачем себя так вести? Причем тут вообще телек? В Европе же его нет. Да, молодые, надо объяснять. Это наша ошибка, что мы не объясняем. Работы не ведется. Нету гражданского общества. Это наша вина. Мы занимались политикой, наши там руководители занимаются политикой, но мы не занимаемся гражданским обществом. Это наша вина. Вот я сейчас чем занимаюсь, именно этим я и занимаюсь. Я формирую гражданское общество. Я пытаюсь донести до вас, чтобы вы на местах формировались, чтобы мы объединялись, и мы будем доносить до молодежи и так далее, чтобы нас не обзывали там мафией, исламистами, бандитами и делали с нами что хотят. Нет, с нами делать что хотят мы не позволим. Мы нация, мы народ, мы будем отстаивать свои права. И, соответственно, мы должны для этого показать, что мы единый народ, что у нас есть субординация, консолидация и так далее. Так, Фархад Шоу. Аслан, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Фархад. Рад тебя видеть. Эдуард Мамедов. Всей молодежи надо напомнить о 44-м годе, чтобы не заигрывали и понимали, кто есть кто. Полностью согласен. Так, в сущности, русский человек это убийца, грабитель, насильник Владимир Ильич Ленин, сказал, говорит, сенатора. Так, ногти антиприкол. Это не мне. Так, Аслан, то, что ты сейчас говоришь, мои мысли, я об этом говорю, распространяю во всех своих кругах 15-20 лет, но на данный момент я не нашел единомышленников. Но 15-20 лет назад не было Ютуба и не было такой возможности вот так, чтобы мы сели и разговаривали. Видимо, в этом причина. Но сейчас время меняется, у меня уже появляются единомышленники, чему я безмерно рад. Вы меня все поддерживаете. И я уверен, на митинг, когда мы все увидимся, мы друг друга поздороваемся и лучше наладим контакт. И тогда будет еще лучше там, да, в нашем общении. В любом случае, где бы мы ни находились, мы должны быть гражданским обществом, полноценным нацией, не приложением, да, там, к России, который там Россия как хочет нами манипулирует или вертит. Вот смотрите, я хочу по поводу вот того, что нам наносит вред Россия, я вам хочу рассказать. Мы здороваемся с этими кадыровцами, которые тут есть, мы с ними ведем какие-то дискуссии, обсуждения. Эти кадыровцы выявляют из нас там тех, кто недоволен там кадыровской российской властью, и стучат, как это заявлял об этом на телевидении Тимур Дугазаев. Это раз. Стучат на нас, да, и перед немецкими властями они там хитро говорят, что они там исламистов выявляют, да, тем самым
своего врага называет исламиста и нагнетая, показывая, что мы исламисты. Но мы, конечно, с бородами, там, всех там убить, там, помогаем этому стереотипу. Это раз. На нас здесь они находятся и стучат там, чтобы у нас возникали и там проблемы, и тут проблемы. Тут проблемы происходят следующим образом. На вас выясняют, что, кто вы, что вы, и на вас пишутся заявления. И через Интерпол подаются, вас подают розыск, на вас что-то наговорят, узнают о вас, что у вас там брат где-то воевал, еще что-то, вы где-то принимали участие, там хлеб понесли какому-нибудь там раненому маджахеду, и все, и вы уже террорист, который помогает там исламскому государству и лично знакомый с Аль-Багдади. И у вас начинаются супер проблемы, потому что Европа шутить с вот этими вещами не будет. И мы должны это прекрасно понимать и полностью поддерживать это. Другого варианта у нас быть не может. Эта страна нас приняла не для того, чтобы мы ей создавали проблемы, а чтобы помочь решить наши проблемы. Соответственно, пришел, тихо сидишь, хочешь создать проблемы, уезжай и делай там проблемы. Это первое. На нас стучат эти кадыровцы. Второе, что они делают. Создаются кадыровцы, это я называю кадыровцы, хотя это российская политика, российская агентура так себя ведет. И нет никаких кадыровцев. Кадыровцы это одна из банд. И все. Как есть, например, банда там, в Берлине, есть там другие здесь, в других городах есть 2-3 банды, их там есть. Создаются банды с чеченцами, как бы чеченцами, которые там такие крутые, с автоматами, там, в Чечне с автоматом сфоткаются, еще что-то там. Такой угрожающий вид, да, надо создать, это напугать надо, да, немцев напугать. Они немцев не напугают, они получат пинка, выкинут их, посадят их в тюрьму, как уже начали сажать, и мы будем страдать в репутационном плане. Так вот, они создают эти банды, где нас журналисты, из-за этого нас журналисты называют мафией. И смотрите, что делает теперь вот этот Тимур Дугазаев, да, один из. Это тот, которого мы видим. Смотрите, вот он тут заявляет, он тут дает интервью и говорит, что чеченцы приезжают сюда для того, чтобы там получить бесплатное медицинское образование, пособие и так далее. Ничто им ничего не угрожает. Это, конечно, говорит, хорошо, мы получим образование, потом вернемся и будем помогать там и так далее. Но ты не успеешь получить образование, если ты не получишь позитива. Потому что для того, чтобы получить образование, нужно минимум 5 лет, да? Не говоря уже о том, что в школу пойти, выучить хорошо язык и потом пойти уже в университет. Потому что, например, в моем возрасте это уже очень сложно выучить абсолютно незнакомый язык. Ну, тут, как обычно, болтовня, обычно вот этот бред. И вот смотрите, что говорит вот этот клопообразный. Однако на фоне стабильной и благоприятной ситуации в регионе получить вид на жительство в Европе не так просто, а если быть точнее, практически невозможно. Для того, чтобы все-таки так получить, некоторые люди выдумывают историю о преследовании со стороны правоохранительных органов или руководства Чечни. Миграционная служба здесь очень хорошо работает, и недостаточно работы заявить, что тебя преследуют, недостаточно. Это нужно доказать. А с учетом того, что практически всегда эта информация не подтверждается, многих ждет экстрадиция домой. Исключение есть, например, если человек болен и нуждается в лечении. Говорит. По его мнению, желающих использовать Чечню в собственных корыстных целях много. К сожалению, на поводу у таких людей идут и чеченцы. Уважаемые чеченцы, только что Тимур Дугазаев отказал вам в праве получить статус беженца. Он на вас настучал, открыто сказал, что вы, хотя есть такие, которые приезжают, чтобы получить статус беженца и там социальные льготы, но я со всей ответственностью заявляю, что все, кто приезжает сюда, едут, потому что уже находится не только лично его преследуется весь народ. Весь народ находится в тяжелейшем условии. И все, что говорит вот этот мерзавец, это абсолютная ложь. Да, когда ты ничего не делаешь, тебя конкретно не касается. Но ты не можешь заработать на кусок хлеба. Если тебе надо быть тише воды, мне пишут люди с дома
И говорит, мы покушать не можем. Нам на еду не хватает денег. Понимаете? И, конечно же, ты если сидишь, никуда не лезешь, там, ногой, если сильно кто-то громко топнул, ты раз замолчал, то да, все отлично. Пронесло. Ну, может и не пронести. Ну, а если ты возразил, мы же свободные люди. Мы живем в свободном мире, мы рождены свободно. И мы не можем позволять себя каким-то Шариковым из чеченского народа нами вот так манипулировать. Вот что делает вот этот дятел, как его тут в народе прозвали, тук-тук. Вот как он отзывается о людях. Он стучит, за что и получил это название себе дятел, евродятел. А затем на тех, кто недоволен в России, их выдают. Затем они создают банды, занимаются криминалом. Это уже правоохранительные органы должны заниматься. Тем самым портят нашу репутацию. Даже тех, кто имеют позитив и живут. И потом уже те, кто приехал, еще не имеет позитива, не знает законов, ему все сложно, ему трудно. И немцу говорят, немцу преподают, да все отлично в Чечне. Не было убитых, 27 человек не было. Не было сейчас недавно задержано 2 или 3 мужчины, 2 родных брата с подписью, кровью, что они являются, присягнули Аль-Багдади. И это только потому, что сейчас ОБСЕ создала комиссию и ведет мониторинг. И поэтому не убивают этих людей. Их бы убили бы. Так что вот кто является тем, кто нам мешает здесь жить. И он это говорит не потому, что ему так надо, а потому что ему так приказывают. Это его задача нас здесь дискредитировать всячески. И мы с ними здороваемся, мы с ними разговариваем. Мы им должны объявить бойкот. Ни в коем случае не угрожать. Мы не должны нарушать, мы не имеем права нарушать закон. Мы ни в коем случае не должны никакой угрозы ни делать, ни произносить. Но мы в обязательном порядке должны объявить бойкот и называть преступников преступниками, врагов чеченцев врагами чеченцев. Это враги чеченцев. И мы должны их прямо называть врагами, как бы они ни называли себя. Так, Жора Майер, Дугозайчик скоро будет сидеть в тюрьме, он главарь банды. Да, я считаю, что его уже давно пора привлечь к уголовной ответственности. Этот человек должен быть осужден. Так, Аслан, как ты относишься к Михаилу Саакашвили? Он уже в Украине. Может все кавказцы объединяться вокруг него? Я не знаю, объединяться вокруг него стоит или нет, но Михаил Саакашвили это такой клубок, ядерный такой запал. Я думаю, что он еще многое сделает. Я готов объединяться со всеми, кто за свободу. Абсолютно мне без разницы, какой религии, какой национальности, каких взглядов и убеждений, какой он там, и других каких-то его личных дел. Меня абсолютно не касается. Главное за свободу, за деоккупацию, за то, чтобы убрались с нашей земли и привлекли виновных к ответственности. Я со всеми. В Чечении, когда собираются масса любителей Ирака и Путина, показывают, во сколько нас разных и разных слоев. Поковыряешься в биографии, и оказывается, вся масса дети, родни чиновники и силовиков Российской Федерации. Да, совершенно верно. Фамилия, имя, фамилия. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Тойзен, ты прав, Аслан. Больше всего бесит наши люди, которые с ними общаются и за спином типа критикуют. Да, конечно. Это мы должны открыто заявлять. Я вот сейчас открыто об этом заявляю. Открыто заявляю, буду заявлять. И не должно быть здесь никаких там вот этих клопообразных пособников, шариковых. Так, что скажете про Шандакова, говорит Влад Суровцев. Последнее его видео про чеченов очень нехорошее. Ну, не знаю, кто такие чечены.
Я знаю, что про чеченцев вот этот мерзавец и фашист, который, ну, подавляющее большинство в советской, российской армии, ничего нового он для меня не открывает. Это обычный фашист. И горит он синим пламенем. Пошел он к черту. А если он воевал у нас в Чечне, значит мы его будем привлекать и находить. И все. Он что-то про Путина начал говорить, ну что-то не пошло у него там, как говорится, не такой уж он и дерзкий оказался. Не захотел до конца пойти, да, и решил теперь на чеченцев оторваться. А ты эти Шендаковы, это 90% советской, российской армии. И так и все. А как еще? Все вроде фашисты самые настоящие. И что его слушать или обсуждать даже? Аслан, как ты относишься к генералу Шаманову, говорит Егор Дубинин. К генералу Шаманову я отношусь как к военному преступнику, бандиту и, как выяснилось, большому трусу. Чисто по-мужски, если взять. По поводу этого у меня есть видео на моем канале, где я рассказываю историю, увиденную моими родителями во время уничтожения нашего родного населенного пункта Катыр-Юрт, где вот этот военный преступник принимал участие. И моя мама, и мой папа видели, как этот русский генерал дал дёру только от одного слова «боевики», бросил всех своих солдат и просто смылся. Так, родный Кут. Аслан, пару слов скажи про Навального. Ну, Навальный, я говорил, делал об этом обращение к разным деятелям. Навальный это симулятор, это проект Кремля, это агент ФСБ. И все, кто в этом не сомневается, тот идиот просто, если кто в этом не, то сомневается. Конечно же, за меньшую деятельность убить мировой известность, имеющий Немцов, за меньшую деятельность. Навального сажали, выпускали, да это бред вообще силой кобылы. Конечно, Навальный это агент, который все, кто начинал с Навальным, там я видел списки, которых закрыли на большие сроки, а Навальный на свободе. Как так? Поп Гапон, вот кто Навальный. Это тот же Ельцин, который потом завтра, когда русский народ выйдет и начнет давить гибню, он должен спасти эту гибню, как когда-то эту гибню спас Ельцин. Понятно. Вот это для чего он существует. Какие варианты для освобождения Чечни? Как избавиться от этих кровожадных упырей? Объединяться. Так. Невский дрифт. Асан, Абхазия имеет право на свободу? Ну, возможно, имеет, но я не знаю. Абхазия не проявляет. Абхазия хотела свободы от Грузии. Но что-то сейчас я не вижу этой борьбы за свободу от реального оккупанта. Значит, очень странно, почему нет борьбы абхазского народа за борьбу, за свободу против самого грязного и подлого врага, который превратил Абхазию просто, я не знаю, какую-то там помойку. Как найти? Уже дважды блог. Тут что, модеры путинофилы, говорит, как найти? Нет, здесь модеры не путинофилы. Как найти? Блог не ставьте, уважаемые модеры. Кингам Шульц. Аслан, шейх Фатхи был советником президента Дудаева по религиозным вопросам? Я думаю, да. Я сейчас точно не могу сказать, но я думаю, да. Почему из Казахстана не могу в суперчат отправить? Леон Ассасин говорит, я не знаю почему.
Каспаров ГБшник, как и Кох, говорит, брюнет with roses gun. Блогер 67. Ассаламу алейкум, аслам. Ва алейкум салам. Хаджана Средин. Дугазаеву нужно объявить кровную месть. Ну, кровная месть это то, что ему надо, чтобы его сейчас жертвой выставили. Не надо ему кровную месть. Просто его надо везде его игнорировать. Куда приходит, пошел. Хотя он и так не бывает. Я не видел где-то на его тусовке, его на тусовках где-то чеченцы собираются. Ну, это только он один. Это так засвеченная фигура. Здесь есть еще и не засвеченные. Мы должны четко разделять. Они нам наносят вред, понимаете? Они наносят вред. Еще каждому, кого высылают, эти люди виноваты. Мы бьемся за то, чтобы их не высылали. Мы требуем, мы пишем, мы митингуем по этому поводу. А эти люди делают все, чтобы их высылали. Поэтому давайте, объединяйтесь. Уважаемая кавказская нация и граждане Ичкерии. Магомед Магомедов, Арсланбек, как считаешь, кто достоин стать новым президентом России? Вообще без понятия. Вообще меня это вообще никак не волнует. Но из тех, кого я сейчас вижу, я бы, например, предпочел увидеть Сотника Александра, Илларионова Андрея Николаевича и Пьянковского Андрея Андреевича. Вот я бы хотел бы, чтобы с ними у нас были добрососедские отношения. Так, господа, я чуть-чуть перемотаю. Так. Гражданин. Ассаламу алейкум. Где и в какой цивилизованной стране хорошо жить мусульманам? Думаю, куда бы уехать с постсоветского пространства. Ну, вот в таком мире мы живем, что если про мусульманскую страну, то не знаю, а так Америка или Германия. Клац до коня. Аслан, не видел ли ты якутского шамана, что идет пешком с Якутии в Москву свергнуть Путина? Я видел, что он идет, но я не видел, что он идет его свергнуть. И он еще ему 2 года идти, он 3 месяца идет. Я бы, честное слово, я бы на билеты ему выделил бы, если побыстрее. Да, сумасшедших полно. Леон Ассасин. Аслан, слышал про Абу-Бакра, в которого стреляли кадыровцы на днях? Нет, не слышал. А где стреляли? Кто такой Абу-Бакр? Кто, где, в какой стране стрелял? Задержаны ли бандиты? Вильпис Инкульта. Александр Сотник, да, он стал бы хорошим президентом. Да, я думаю, да. Андрей Русский. Аслан, здравствуйте. Если допустить, что Татарстан уйдет от России и там живет 70% русских, будут ли они второсортные? Ну, что вы значит второсортные, Андрей Русский? Что значит второсортные? То, что вам нужно будет изучить татарский язык, если вы это называете второсортным, то да, вам надо будет быть второсортным. Например, я владею русским языком. Я второсортный. Я не считаю, находясь в Москве, нужным даже говорить, доказывать, что вы говорили на моем языке. Если вот убрать вот это имперство, да, и сделать все люди равные, да, вы, мы, то конечно, второсортных быть не может. У вас должны быть такие же права. Я, например, нахожусь сейчас в Германии.
у меня те же права, как у любого человека. Если Татарстан будет правовым государством, то вы по априори не можете быть, по определению не можете быть второсортным. Как это так? И если у вас 70% или у вас там много, как вы говорите, то вы, конечно же, свои права всегда будете отстаивать. Не так силой, нахрапом, там, вы там, чурки, пошли вон, мы здесь там всегда были. Нет. Но татарский язык на территории Татарстана вам нужно будет выучить. Может, какое-то время должны быть два языка государственного, да, переходный период, как у нас в Ичкерии было на период там, потом война началась, мы не успели закончить реформы. Ну, если в этом плане, то как можно быть в нормальном правовом государстве, если Татарстан будет таким? Нет, конечно. И нету к вам, как русским. Русские, станьте нормальными людьми. Откреститесь, как мы открещиваемся от кадыровцев. Как украинцы открещиваются от хохлов. Откреститесь от этого. Открыто скажите, ну, назовут вас предателями. Нас тоже называют, меня лично называют предателем. Я не знаю, правда, что я предал, но меня называют предателем. Но я их считаю предателем, потому что они не думают о народе, они не думают о людях. Так же Путин, они же не думают о народе, они же думают только о себе. Понимаете? Они ваши дома взрывают вашими жильцами, вашими женщинами и детьми. Так ведь Путин пришел к власти. Они вашими трупами забрасывают Украину, забрасывали молодыми пацанами, забрасывали Ичкерию. Страна нищая. Они на собачках, на самолетах летают в Европу. Что еще? Они что, изобрели что-то? Это же ваши деньги, это ваши бабушки и дедушки. Величие страны заключается не в размере и не в литрах, количествах пролитых рек крови. Величие страны заключается, измеряется, оценивается по отношению к самому слабому, самой слабой части общества. К старикам, к детям, к инвалидам. Посмотрите, как относятся к вашим старикам, детям. Вы не второсортные русские в России. Посмотрите, как к вам относятся. Что еще может быть? Почему вы, русские, так не думаете, как украинцы? Я не могу понять. Почему вы так не думаете? Почему вы не становитесь, говорите, пошли вы к чертовой бабушке. Кто вы такие? Это наша страна. Открыто строим нормально правовое, европейское, демократическое государство. Мы, чеченцы, вас всегда в этом поддерживали. Когда вы начинали изгонять тиранию, первые мы всегда приходили. В 91 году, когда Ельцин там ГКЧП, да, или когда, в 93-м это было, наши чеченцы горцевали на конях в бурках, поднимали дух русских. И все забыли даже про эти про баррикады и с открытыми ртами смотрели, стоя, как, откуда коней наши там набрали, нашли, я даже не знаю. В бурках, в попахах и на конях там пришли вас поддержать, вам дух поднять. И вместе Басаев, Шамиль Басаев защищал этот Белый дом. Но вы нас предали. Выберите одно, у вас тогда эту революцию вы не довели до конца. А эти опять КГБшники развели вот так, как хотят нас. Все, вас оттеснили, нас замочили. Давайте, собирайтесь, станьте нормально. Без вас мы тоже знаем, что мы не можем. Без вас мы не сможем, пока вы не станете нормально. Вы же сами не живете и нам не даете. Так сложилось, как бы мы ни воевали друг с другом, мы и украинцы знают, и грузины знают, и мы, чеченцы, знаем, что пока вы не станете русские, нормальные русские, не возьмете в свои руки вот эту инициативу и не станете нормальным, правовым, демократическим государством, вы нам не дадите стать. В 91 году, когда мы от вас отсоединились, тогда это же не было никакого нарушения. Все, и Россия согласилась. Мы первая республика, откуда вывели все военные соединения российской армии. Понимаете? Это значит о том, что тогда были демократы, и вы с нами нормальные были. Потом вы это, как говорится, профукали свою эту демократию.
И потом на нас это уже отразилось. Что если вы не идете там завоевывать Кавказ, ты враг русских. Да пошли к черту кто-то, говорят. Ходорковский сейчас сидит, говорит, я с автоматом пойду воевать против там Кавказа, это наша земля. У Ходорковского 2 метра под землей, вот его земля, а не наш Кавказ. Понимаете? Сделайте. Вас сейчас будет только гнобить вас будут. Эти миллиардеры, эти, которые захватили КГБшники, у них армия, у них закон уже, у них власть, у них огромные колоссальные деньги. Вас будут долбить, долбить, долбить. И пока вы не объединитесь и не скинете, ничего не получится. Но мы вам всегда помогали. Сейчас очень сложно рассчитывать на то, чтобы вам помочь. При всем желании. Давайте сами, ребят. Покажите, что реально вы несете жертву, вы гибнете. Как 100 там украинцев погибло на Майдане. Как мы погибали десятками тысяч. Вот тогда мы готовы вас поддержать. И всегда поддерживали. Всегда поддерживали. Так что вот такие вот, господа, русские дела. Так, я перемотаю, господа. Сенатора, Россия должна исчезнуть с лица. Да, Российская Федерация в сегодняшнем виде должна перестать существовать. Это абсолютно единственное условие для сохранения всех народов, которые есть. Мы не можем находиться в составе России, нас будут делать теми же вот этими быдло-шариковыми. Нет. Мы не можем так находиться. И мы не будем. Именно поэтому я уехал лично. Потому что я уже не мог это все переносить. Я понимаю, что так мы жить не будем. Россия, имперская Россия должна перестать существовать. Все, кто хочет, должны уйти. Все. Вне зависимости. Ой, останется одна Московия, мы там умрем с голоду. Не волнует. Дальний Восток, там русские живут. Они должны, если хотят, отделиться. Не хотят, договаривайтесь, объединяйтесь. В полный вперед. Якутия, вперед. Чечня и так не ваша. Мы никогда не входили в Российскую Федерацию. Мы юридически не являемся частью Российской Федерации. Мы вышли из Советского Союза. И с 90-го года имеем союзные права. И даже если мы не соблюли все эти юридические процедуры, мы никогда добровольно не входили, как Курилы, как разделенный Берлин, разделенная Германия. Когда стена пала, не проводился референдум. Давайте объединимся. Точно так же ушла Россия, все, мы имеем право объединяться. Так что только так мы сможем жить. Так, я чуть-чуть перемотаю, господа, точнее все перемотаю. Так, Амонт и Амонт. Ассаламу алейкум. Вот вы занимаетесь своей деятельностью, и у вас тысячи. Мне интересно, когда начнутся реальные действия против ваших врагов, или вся оппозиция ждет, пока Путин и весь его круг умрет? Ва алейкум салам. Класс, Дакуня. Русские нигде не любят, кроме Чечни. Да. Магаевич. Аслан, мне кажется очень странным то, что о тебе в руководстве ЧРР не говорят ни слова. Какие у тебя отношения с ними? Руководство ЧРИ, это ты имеешь в виду оккупационную марионеточную власть? Не знаю. Если ты о них говоришь, им, смотрите, им нужно, чтобы я был с бородой, чтобы я говорил через слово иншаллах, не понимая вообще сути проблемы, говорил, мы построим шариат, мы там завоем халифат, мы поставим это. Им вот что нужно. Понимаете? Потому что они на фоне вот такого представления для Европы, они выглядят более-менее хорошо. Да? Все познается в сравнении. Если же
такие люди будут, то Европа скажет, если там будут какие-то исламисты, да, или там ярые радикалы, то нам придется, если им дать свободу, им придется связываться. Понимаете? Им в Европе проблем, здесь проблем просто девать некуда. Просто девать, просто своих проблем некуда. И за наши проблемы никто не будет. Мы должны заставлять это право работать. Но мы отпускаем бороды, говорим там через слово иншаллах, Аллах Акбар и так далее, не разбираясь это. Это должен быть ученый. Ты не ученый. Ты не должен там проповедовать религию, вообще не представляешь, что это такое. И вот эти люди представляются, это недоучки, да, эти представляются противниками Кадырова. И вот таким звонят Кадыровы. Понимаете? Вот таким людям Кадыров звонят, и с ними их там раскручивают, их показывают. Вот эти люди им нужны. Потому что Европа смотрит, Америка смотрит и говорит, нет, пускай будут с Россией, другого варианта нет. А если будут адекватные люди, чтобы эта западная цивилизация, и американская цивилизация, которая, как бы мы ни хотели, на сегодняшний день существующий, действующий факт, то если начнет мне звонить лорды, джамбоксы, мамбоксы, с ними же нетрудно говорить. Они предатели, на них клейма ставить негде, они преступники. С ними очень легко все разговаривать. И самое главное, я могу сказать, что будет после. Да? Не просто обозвать их предателями и назвать их преступлением. Я могу рассказать, как будет развитие нашей страны. Как я это вижу. Как это видят мои соратники. Потому что людям-то нужен хлеб, нужно каждый день одеваться, кушать, спать, растить детей, развивать науку, строить дома и так далее. Вот именно поэтому мне не звонят. Потому что если меня поднять на уровень и начать со мной диалог вести, и на меня посмотрят западные, американские, другие журналисты, политики, скажут, вот, ну есть ли люди, которые адекватные, которые готовы разговаривать. При всем при этом нам никто не запрещает нашу религию исповедовать. Даже если Россия нам худо-бедно заставляет делать свое, но разрешает исповедовать религию, то здесь на примере тысячи чеченцев, которые приезжают, которых там за их религию убивают, здесь абсолютно ни одного слова не говорят. Здесь в Конституции защищена эта религия. Я защищал этих людей за их убеждения. Религиозные, политические и другие убеждения. Понимаете? Мы приезжаем сюда, получаем, нанимаем немусульманского адвоката, судимся в немусульманских судах, не в шариатских судах. Но своему народу мы отказываем в этом праве. Нет, мы хотим шариат. Что значит шариат? Вот. Даже не знают объяснить, что это значит. Это Коран и Сунна. Коран и Сунна, там, в Коране и Сунне многие вещи не прописаны, которые нужно регулировать. Да? Самолеты как летают. Это все, конечно, подстраивается под исламские под нашу религию. И никаких проблем. Но мы должны быть в европейской семье. Мы Европа. И кто нам будет запрещать исповедовать ислам так, как мы видим, мы будем в суде доказывать, что вы не имеете права. Это наше право. И никто не может нам его запретить. Конечно же, если ты делаешь зикр, а я там не делаю зикр, я говорю, кортбах, убрать его, убить, взорвать, уничтожить, сжечь. Конечно же, это ненормально. В 21 век мы не можем убивать людей из-за того, что он шиит, или из-за того, что он делает зикр, или там делает нововведение. Иди доноси. В исламе нет насилия, в исламе нет принуждения. Доноси. Объясни ему, что он не прав. У нас в нашей стране, в нашем государстве Ичкерии будут жить не только мусульмане, но и христиане, и буддисты, и иудеи, и даже неверующие, как это ни странно будет звучать, не страшно, да?
Мы обязаны соблюдать права людей, всех. Так что вот такие вот дела. Мы уже 1,5 часа говорим, господа хорошие. Мы сегодня обсудили хорошие темы. Мы должны на этом закончить. Приятно было со всеми пообщаться. Приятно было ответить на ваши вопросы кое-какие. Всем желаю всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракатуху. Всем до свидания.